Что такое ЕНТ? ЕНТ – это единый национальный тест. Это экзамен, который проводится каждый год в Казахстане, чтобы определить уровень знаний выпускников школ и колледжей перед поступлением в университет. Экзамен состоит из 3 частей: математика, казахский язык и история Казахстана. Или английский язык для тех, кто учится на английском языке. Как готовиться к ЕНТ? Готовиться к ЕНТ может быть трудно, но с правильными инструментами и стратегиями вы можете успешно справиться с экзаменом. Некоторые из лучших советов по подготовке к ЕНТ включают регулярные занятия материалом, использование тестовых заданий, общение с опытными выпускниками и учителями и посещение курсов подготовки к ЕНТ. Зачем нужен ЕНТ? ЕНТ – это важный инструмент, который помогает выявить уровень знаний учеников и определить, насколько они подготовлены к поступлению в университет. Экзамен также помогает обеспечить равные возможности для всех выпускников, независимо от места жительства и социального статуса. Каковы результаты ЕНТ? Результаты ЕНТ используются при поступлении во многие университеты Казахстана. Выпускники, получившие высокие баллы на ЕНТ, могут иметь больше возможностей при поступлении в лучшие университеты и специальности. Кроме того, результаты ЕНТ могут быть использованы для получения грантов или стипендий в университетах. Какие изменения произошли в ЕНТ за последние годы? В последние годы ЕНТ прошел через несколько изменений, включая увеличение количества тестовых заданий, сокращение времени на ответы и изменения в формате заданий. Эти изменения были введены для улучшения экзамена и обеспечения более справедливой оценки. Как проходит ЕНТ? ЕНТ проводится в течение нескольких дней в июне-июле каждого года. Каждый день экзамена посвящен одному из 3 разделов: математика, казахский язык и история Казахстана. Время, отведенное на каждый экзамен, составляет 4 часа. Каждый раздел включает в себя тестовые задания различной сложности. Как оценивается ЕНТ? ЕНТ оценивается по шкале от 0 до 140 баллов за каждый раздел. Чтобы сдать экзамен, необходимо набрать не менее 50 баллов за каждый раздел. В целом, итоговая оценка ЕНТ вычисляется путем сложения баллов за каждый раздел и может варьироваться от 0 до 402 баллов. Каковы последствия неудачного сдачи ЕНТ? Если ученик не сдаст ЕНТ, он не может поступить в университет или получить стипендию или грант на обучение. Есть ли альтернативы ЕНТ? Для тех, кто не хочет сдавать ЕНТ, есть альтернативы. Некоторые университеты предлагают внутренние экзамены или тесты для поступления, которые могут быть проще, чем ЕНТ. Также есть возможность поступления в колледже или техникуме без сдачи ЕНТ. Какие советы можно дать выпускникам перед ЕНТ? Некоторые полезные советы для выпускников, готовящихся к ЕНТ, включают регулярную подготовку и использование тестовых заданий, питание и отдых перед подготовкой, установление реалистичных целей, общение с другими учениками и учителями, а также сохранение позитивного настроя и уверенности в себе. Если видео понравилось, подпишитесь на канал и пишите в комментарии еще, что выложить на YouTube.